смотрите очередной выпуск «На страже», в студии Вера Макарова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Преступление в быту. Полиция города Якутска проводит профилактическую операцию. 4 парня и девушка. Полицейские Росгвардии раскрыли грабеж по горячим следам. Не исправился. Задержан вор-рецидивист. А теперь обо всем подробнее. В городе Якутске до конца марта проводится профилактическая операция «Быт». Вы знаете, почему вы доставлены, да, в отдел? Нет. Вы продали алкогольную продукцию из машины, да? Ну, это так получилось, просто у нас остаток. Факт, что получилось тогда? Вы знаете то, что это незаконно? Нет. Вы знаете то, что за это административное Мы знаем, что все продают. И мы решили тоже хотя бы 2 продать, потому что у нас юбилей осталось. С юбилея осталось 8 литров водки, и продать их уже не получится. Полиция изъяла спиртосодержащую продукцию согласно протоколу об административных правонарушениях. Рейды правоохранителей проводятся в рамках профилактической операции «Быт». Всего на сегодняшний день было изъято около 140 литров алкоголя. Однако в поле зрения попадают не только бутлегеры. Участковые проверяют места проживания всех подучетных граждан, в подъездах которых обнаруживаются нарушители. Знаете, вообще вместе нельзя. Распивать спиртные напитки. Парень находится в подъезде с открытой бутылкой пива. Этого уже достаточно для оформления штрафа до 1500 рублей. Впрочем, в этом доме пьяных много. В одной из квартир слышен шум застолья. Проверили адрес, где проживает человек, который систематически употребляет спиртные напитки, собирает разных людей. Вот, проверяем, кто у него в гостях, если есть, там проверяем личности. Находится ли в розыске, в оперативном поиске. Как раз такой гость в данной квартире имеется. Женщину, лежащую в углу комнаты, сразу никто не заметил. Ею оказалась ранее судимая уроженка Нюрбинского района. С недавних пор она перестала отмечаться у участкового. Стражам порядка пришлось нарушить ее сон и забрать в отделение. А чтобы разогнать остальных гостей, участковые вызвали наряд ППС. В течение недели было проверено около 1000 подобных граждан, а также поставлено на учет еще более 30. В целом выявлено порядка 50 административных правонарушений по различным статьям, а также раскрыто 3 преступления. Сама операция говорит за себя. Операция называется у нас «Быт». Это у нас бытовые преступления, например, телесные повреждения, преступления с превентивным составом. Профилактическая операция «Быт» на территории Якутска продолжается. Планируется, что она будет идти до конца марта месяца. В столице сотрудниками Росгвардии оказано содействие задержанию группы лиц, подозреваемой в совершении грабежа. Накануне днем на пульт оператора 02 столицы республики поступила информация о том, что возле дома по улице Чернышевского у семейной пары группа молодых людей с применением насилия похищен сотовый телефон. После этого подозреваемые 4 молодых людей и девушка, находившись в состоянии алкогольного опьянения, скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил 13 тысяч рублей. На поиск злоумышленника были ориентированы все наружные службы полиции. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемые были задержаны по горячим следам возле дома по улице Пояркова и опознаны потерпевшими. Установлено, что 2 из задержанных парней ранее были судимы за совершение имущественных преступлений. Все доставлены в дежурную часть отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился 50-летний житель города Якутска. Мужчина сообщил, что неизвестный в помещении одного из магазинов похитил у него кошелек с деньгами. Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, он пояснил, что поставил сумку с кошельком на прилавок магазина. Оперативники изъяли запись с камер наружного видеонаблюдения, что позволило установить личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель города Якутска. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что воспользовался тем, что один из покупателей отвлекся и в этот момент незаметно похитил кошелек. Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. Обналичить деньги с банковских карт ему не удалось, так как потерпевший их вовремя заблокировал. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели итоговый обзор «На страже». С вами была Вера Макарова. И помните, за каждое преступление наступит наказание.